Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении бюджет республики на 2025 год. Также единогласно принят отчет уполномоченного по правам человека в Абхазии за прошлый год. Победители конкурса «Молодые лидеры» продвигаются по карьерной лестнице, набираются опыта и проявляют себя. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать, чтобы сделать пребывание детей в соцсетях безопасным? Актуальный репортаж программы. Инаугурация президента Абхазии состоится 2 апреля 2025 года. Торжественная церемония вступления в должность избранного главы государства Бадри Зурабовича Гунба пройдет в актовом зале Кабинета министров Абхазии. Об этом сообщает администрация главы государства. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении бюджет республики на текущий год. Также единогласно принят отчет уполномоченного по правам человека в Абхазии за прошлый год. Подробности заседания сессии Народного собрания в материале Шазины Ханагло. Общий объем госбюджета Абхазии на 2025 год составит 17,8 миллиарда рублей. Установлен источник финансирования дефицита в размере 994,5 миллиона рублей. При этом доля собственных доходов в общей структуре составляет 12,4 миллиарда. В прошлом республиканском бюджете в связи со всеми событиями, которые у нас происходили, в связи с необходимостью перенаправления средств республиканского бюджета на покрытие затрат на софинансирование, на оплату перетока. Многие виды работ, предусмотренные в нашей стране по разделу строительства, не были таким естественным образом осуществлены. В той таблице, которую мы рассматривали в комитете и принимали, мы постарались учесть все те прошлогодние, завершение тех прошлогодних работ, которые будут предусматриваться, если вы примете в законе о бюджете на этот год. В общей структуре доходов государственного бюджета до 17,8 миллиардов рублей доля собственных доходов составляет 12,4 миллиарда рублей. Этот высокий показатель установлен с учетом исполнения государственного бюджета за 2024 год, за отчетный период, в котором в государственный бюджет поступило впервые более 12 миллиардов рублей. Безусловно, это в рамках нашего бюджета очень высокий показатель, и это наблюдающаяся такая положительная устойчивая тенденция роста доли собственных доходов, она нашла свое отражение в данном законопроекте в том числе. В доходной части Министерству по налогам и сборам плановые показатели увеличены на 140 миллионов, Таможенному комитету на 90 миллионов. Увеличение идет и по финансовой помощи на восстановление здания Национальной картинной галереи. Плановые показатели на 2025 год составляют 6 миллиардов 645 420 миллионов рублей. Если говорить, сравнивать с прошлым годом, в прошлом году 5 миллиардов 722 814 миллионов рублей. На 922 миллиона 605 миллионов, на 902 605 миллионов увеличение бюджета плановых показателей. Мы вышли с предложением. Были комитетские слушания, вот мы пришли к цифре 140 миллионов плюсом, НДС добавили 100 миллионов и штрафных санкций 40 миллионов. Хотелось бы отметить, что в мае 2024 года было принято постановление Кабинета министров, которое утверждало новый таможенный тариф. Цифры бюджета, которые формировались в этих показателях, они были сформированы с учетом тех таможенных платежей, тех таможенных пошлин, которые были указаны в этом постановлении. Как мы знаем, в феврале месяце, непонятным для нас, можно сказать, популистским решением, данное постановление было приостановлено до 10 апреля. Однако никакой корректировки в предполагаемые цифры бюджета внесено не было. В связи с сегодняшней ситуацией мы обратились к исполняющему обязанности премьер-министру для дальнейшего рассмотрения этого вопроса и постановки вопроса об отмене этого решения с учетом корректировки 12 позиций в сторону уменьшения таможенных платежей.
В целом, значит, если это решение не будет принято, вы прекрасно понимаете, что, естественно, с этими цифрами мы справиться будет очень сложно и практически невозможно. Потери будут составлять более $500 000 рублей. Особо хочется отметить то, что те обязательства, которые у нас в районе, в Творчальском районе, в Ачимчирском районе, вот во всех наших районах, которые были межбюджетные трансферты из республиканского бюджета, которые не смогли быть исполнены в прошлом году, мы еще раз в этом году учли. И я очень сильно надеюсь, что финансовое состояние, те доходы, которые мы получим в этом году, они позволят осуществить все намеченные планы. Районам, да, с менее развитой экономикой, в частности, Ачимчирскому и Творчальскому району. Деньги, недофинансированные в прошлом году, мы включили, и Гудаутский район включили дополнительные средства. Плюс, я почему начал с этих районов, в связи с тем, что программу дополнительную, значит, связанную с поддержкой малого и среднего предпринимательства, мы включили отдельно 100 миллионов на Ачимчирский и Творчальский район. Более того, включим, скорее всего, представителей из этого района в соответствующую комиссию с тем, чтобы они могли поддержать местное население в их малом предпринимательстве. Депутаты обсудили ряд вопросов, среди которых и проблемы энергетической отрасли страны, и количество штатных работников государственных учреждений республики. Стратегическое направление, но решения нету по-прежнему из года в год. Да? Я хочу это озвучить, потому что, наверное, какие-то вещи мы должны пересматривать впоследствии. Нам говорят, что мы не знаем реальное положение в энергетике, но из года в год нам его и не сообщают. Да? Мы не знаем, как нам ориентироваться, на что нужны деньги, сколько их нужно и так далее. Как можно снять затрат на содержание электрических сетей и оставить ее на покупку? Ведь при формировании стоимости цены на электроэнергию никто не закладывал туда стоимость перетока, планируемого или там объема того самого перетока. И это считается вообще как-то абсурдно, как это так снять с эксплуатации и отдать. А тогда что эксплуатации передать, какой объем финансирования? Тогда пускай хромает в эксплуатации, что ли? Так не бывает. Это такое, опять-таки, популистическое распоряжение, которое оттуда возьмите, сюда положите. Так не бывает. Тогда мы должны закладывать. Конечно, надо закладывать на переток отдельно. Или в тариф, или в бюджет. Бюджет не позволяет, значит в тариф. В тарифе он не заложен, как оттуда можно снять? У нас, благо, есть люди, которые в этом разбираются. Да? Давайте это обсудим наконец-то. И уже когда пожар будет в очередной раз, в октябре будем здесь посыпать голову пеплом и бегать, и не знать, что нам предпринять, и с каких статей бюджетов срезать, тянуть. И потрачивать бюджет. Да, мы тут потрачиваем бюджеты даже районов. Постоянно из года в год, значит, по общегосударственным расходам у нас постоянно большие, значит, расходы, ну, существенная доля, значит, государственного бюджета. И вот Резо Платонович, значит, затрагивал тему, вообще очень интересно количество, значит, работающих, которые задействованы в государственной сфере. Вот если взять, есть такие показатели в мире, в среднем это от 3 до 5% из общего числа работающих, задействованных в государственной сфере, считается нормальной нормой до 5%. В России эта норма около 10-12%. Ну, в Абхазии, вы сами знаете, она там не половина, но существенная доля, процентов до 40% из числа работающих, значит, задействованных в госсфере. Это, как мы понимаем, вообще ненормальная практика. И вообще, возможно ли создать, вот кто может сказать, какое количество в том или ином органе должно работать? В штатном расписании сколько, какое количество нужно, там, не буду называть определенные министерства или там РУПы, МУПы, чтобы мы понимали, сколько в МВД количество людей, сколько задействовано. Можем мы сделать такие нормативы, разработать, чтобы мы понимали, чтобы у нас штаты не раздутые были, потому что эта проблема у нас из года в год перетекает, как бы, ну, с этим что-то нужно решать. В итоге проект закона о республиканском бюджете на 2025 год был принят во втором окончательном чтении единогласно. Депутаты заслушали доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Абхазии за прошлый год. За отчетный период на имя омбудсмена поступило рекордное количество обращений – 103, что на 39 больше, чем в 2023 году. Все более актуальными, по словам омбудсмена, становится проблема семейного насилия, нарушения прав женщин и несовершеннолетних. В
отчете Анна Скишмари отметила, что в 2024 году продолжили поступать сообщения, связанные с затягиванием срока выдачи вида на временное жительство в восточных районах, как при первичном оформлении, так и при продлении его срока действия. В некоторых случаях выдача документа затягивается более чем на 6 месяцев. При этом причины такого затягивания сотрудники паспортного управления МВД и его территориальных подразделений назвать не могут. Либо ссылаются на то, что служба госбезопасности долго отвечает на запросы о наличии либо отсутствии обстоятельств, препятствующих выдаче ВНЖ. Кроме того, стоит отметить, что обстоятельства, что спустя более года с момента принятия поправок в закон о правовом положении иностранных граждан, соответствующие изменения не были внесены в ниже следующие акты. Аппарат уполномоченного в Республике Абхазия зафиксировал ряд фактов применения физического насилия сотрудниками правоохранительных органов, по которому были направлены запросы в соответствующие органы. В докладе отразились рекомендации по предотвращению и усилению борьбы с применением насилия и пыток сотрудниками правоохранительных органов. Важно еще раз отметить, что законодательство Республики Абхазия четко определяет недопустимость пыток, насилия, а также любого другого жестокого, унижающего человеческое достоинство обращения. Данное положение отражено в Конституции Республики Абхазия, в Кодексе Республики о судопроизводстве по делам об административных нарушениях, в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Абхазия, а также в Законе Республики Абхазия о содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений. Однако, как показывает практика, данные положения зачастую нарушаются или даже игнорируются сотрудниками правоохранительных органов при исполнении своих должностных обязанностей. В минувшем декабре умер пациент республиканской детской больницы. Прокуратура проводит процессуальную проверку в отношении лечащего врача и заведующей отделением. Омбудсмен призвал общественность воздержаться от поспешных выводов и действий до оглашения официальных результатов. На сегодняшний день проверка все еще ведется. Уголовное дело в отношении вышеупомянутых лиц не возбуждено. Несмотря на это, врачи систематически подвергаются преждевременной критике и угрозам в социальных сетях. Родственники потерпевших препятствуют работе врачей в детской больнице в штатном режиме, что сказывается на других пациентах, нуждающихся в лечении. Просим общественность воздержаться от поспешных выводов и действий до оглашения официальных результатов проверки компетентными органами. Хотелось бы также выразить глубокие соболезнования семье в связи с невосполнимой утратой и найти в себе силы пережить это горе. даҽа ҳәынҭқаррақәак рахь ицаны аҽыхәышәтәра иаҿуп, ирықәгәыӷӡом. Абас еиԥш иҟоу ҭагылазаашьақәа ныҟәо ауаҩы хара ихаразар аҵыхәтәанӡа инагӡаны иус дақәыршәатәуп, аус дақәыршәатәуп, шьоуӷатә ус. Мамзар ари иахьа ҳара хыԥхьаӡара злаҟоу ала ҳаԥсны жәлар зынӡагьы аҳрацәаӡаны ҳааӡам. Аизҳара аганахь ала ҳгәы иҭазар, абас еиԥш иҟоу аусқәа хәыҷык инақәырӷәӷәан ҳазнеилароуп. Ауаҩы ихаразар аҭакԥхықәра зегьы-зегьы ҳадуп, иныҟәо игароуп, ихы игароуп, аус дақәшәозар, аус дакуазароуп. Омбудсмен призвала МИД, Министерство юстиции, Генпрокуратуру и избранного президента Абхазии проинформировать общество о принятых и планируемых действиях в связи с решениями госорганов России в отношении некоторых граждан республики. Так, в отношении граждан Абхазии Мика и Кварче, которые обладали гражданством Российской Федерации, ФСБ России были вынесены заключения о совершении им действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, что является основанием для прекращения их российского гражданства. В отношении гражданина Республики Абхазия Куджба, не обладающего российским гражданством, было вынесено решение о депортации с территории Российской Федерации, а также решение о запрете въезда на ее территорию в течение 10 лет. Аналогичное решение было вынесено и в отношении другого гражданина Республики Абхазия Ашуба, проживающего в Турции. В отношении гражданина Республики Абхазии Нала Хашик, который обладает российским гражданством, Минюстом России было принято решение о включении его в реестр иностранных агентов. Безусловно, мы не можем вмешиваться в деятельность российских государственных органов, однако это не означает, что абхазские органы власти должны хранить молчание и абстрагироваться от ситуации. Хотелось бы также напомнить о ряде заявлений и обращений Следственного комитета Российской Федерации, в которых говорится о процессуальных проверках и возбуждении уголовного дела, в том числе и по статье «Терроризм», в связи с нарушениями прав граждан России по национальным мотивам в Абхазии, которые также обладают гражданством Республики Абхазия. Данный факт также остался без должного реагирования со стороны органов власти Абхазии.
Считаю неприемлемым молчание государственных органов и должностных лиц Республики Абхазия, которые не комментируют в публичном пространстве указанные решения российских органов власти. Депутаты Народного собрания единогласно приняли отчет уполномоченного по правам человека Абхазии. Это очень важный институт демократического государства и общества. И то, что вы делаете, оно оказывает невидимый эффект, в том числе и на правопорядок в нашей стране. Я считаю в этом смысле вашу работу чрезвычайно важной. Спасибо за проделанную работу. Нужно продолжать в таком же духе, а возможно и наращивать. Депутаты также включили объекты недвижимого имущества бывшей совместной абхазо-германской государственной автотранспортной компании в городе Сухум в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утвердили условия их приватизации. Оценочная стоимость 10 миллионов 47 тысяч рублей. Площадь земельного участка по государственному акту землепользования 1 гектар 91 га. Объект в ведении Министерства экономики находится, все согласительные, все документы присутствуют. Перед вами всем есть пакет документов. Также депутаты Народного собрания дали согласие по ряду земельных вопросов. Шазина Ханагуа, Раму Камке, Абхазское телевидение. В Москве состоялась встреча секретаря Совбеза Абхазии Рауля Лолуа с первым заместителем секретаря Совбеза безопасности России Рашидом Нургалиевым. Они обсудили различные вопросы безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам. Стороны обменялись мнениями в сфере обеспечения международной и национальной безопасности, укрепления сотрудничества в противодействии современным вызовам и угрозам, говорится в сообщении аппарата Совбеза России. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба обсудил с исполняющим обязанности министра соцобеспечения и демографической политики Абхазии Русланом Аджба и председателем Нацбанка Абхазии Бесланом Барателя вопросы пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия. На сегодняшний день, по данным Банка Абхазии, около 15% пенсионеров самостоятельно оформили банковские карты в российских кредитных организациях для зачисления на них сумм российской пенсии. Российскую пенсию получают более 24 тысяч граждан. Возраст более 4 тысяч из них выше 80 лет. Владимир Делба обратил внимание участников встречи на скорейшее решение всех организационных вопросов. На встрече было отмечено, что получатели российской пенсии, проживающие в Абхазии, не останутся без пенсионных выплат. Молодые, успешные и талантливые победители конкурса «Молодые лидеры», который проводился в 2023 году, продвигаются по карьерной лестнице, набираются опыта и проявляют себя. Репортаж Гугу Цивардания. Старший судебный исполнитель территориального отдела по городу Сухум, Сухумского и Гулрыбского районов Леон Хутаба просматривает документы, принимает важные решения. С утра дел немало, все нужно успеть. В руководящей должности он почти 2 года, и все это благодаря плодотворной работе в Министерстве юстиции и победе в конкурсе «Молодые лидеры», главной целью которого было отобрать лучших из лучших работников ведомств, входящих в структуру Кабинета министров. Цели непосредственно были, что какие-то продвижения по службе. С 2021 года, когда я устроился уже на должность судебного исполнителя, начали проявляться какие-то уже личные качества, где непосредственно это все начиналось учитываться руководством, внутрисстоящее руководство и вышестоящее руководство Министерства юстиции. Леон Хутаба – один из молодых, талантливых людей, сотрудников министерств. Победители конкурса «Молодые лидеры». С начала проекта Минюст отправил сразу 3 заявки на участие в проекте. Нами были определены 3 номинанта. Считаем, что все 3 очень достойные ребята. Но в рамках конкурса «Молодых лидеров» было подготовлено независимое жюри, у которых были критерии оценки для определения победителя. И по результатам этого конкурса нам стало известно, что победу одержал Леон Хутаба.
Это очень ответственный сотрудник службы судебных исполнителей Министерства юстиции, проявивший себя с точки зрения компетенции, с точки зрения внутренней энергии, желания двигаться вперед, познавать новое, открывать для себя новые границы и достигать определенных результатов в своей работе. Мы были очень рады этому результату, и в конечном итоге было принято решение в рамках Министерства юстиции предоставить молодому человеку, который победил в этом конкурсе, такую возможность реализовать свой потенциал, свои внутренние возможности в рамках ведомственного управления. Ему было предложено возглавить территориальное подразделение службы судебных исполнителей. Обращаю внимание, что это центральное подразделение Сухумского района, очень ответственное ключевое направление. В этой команде Леон работал, команду знал хорошо, работу знал тоже хорошо. И он был назначен руководителем центрального территориального подразделения. Вот уже порядка года человек реализует свои управленческие функции и оправдывает высокое доверие. Конкурс «Молодые лидеры» организован по инициативе руководителя Государственного комитета по делам молодежи и спорту Тараща Хагба. Главная цель проекта – это возможность молодым и талантливым людям проявлять себя и раскрывать свои таланты, расти по карьерной лестнице. Наша задача показывать нашему обществу, что у нас есть перспективная, образованная молодежь. И в данном случае мы показывали, что они достаточно умные, интересные и работают на благо нашего общества. Что касается работников Министерства ведомств, каждый руководитель нам предоставлял тройку лучших работников. И вот из числа этих троих наша комиссия выбирала лучших. Со своей стороны мы считаем, что лучших работников нужно поощрять, показывать обществу, что они у нас есть, так как их ежедневную работу только видит руководитель. И очень важно оказывать поддержку нашему молодому поколению. Со своей стороны, это же они в будущем будут также работать на благо нашего общества. Сейчас в республике по инициативе избранного президента Бадры Гумба запущен новый конкурс кадрового резерва команды Абхазии. Он направлен на выявление талантливых управленцев в различных отраслях в сфере образования, молодежной политики, государственного муниципального управления, экономики, предпринимательства, спорта, туризма и многого другого. Смысл данного проекта в том, чтобы создать кадровый резерв президента Республики Абхазии. Мы, как и ранее говорили, что у нас великолепная молодежь, которая должна иметь возможность развиваться. И именно этот проект дает такую возможность. На сегодняшний день более 3000 уже участников. Они должны пройти несколько этапов данного конкурса. И в финал войдут уже именно 100 человек. Из числа 100 человек будут отбираться 20 лучших, и они в будущем будут направляться в Российскую Федерацию на стажировку на несколько месяцев. В лучшие учебные заведения, на лучших образовательных площадках будут повышать свою квалификацию. Самое главное, что Бадыр Зурабович много раз отмечал, именно лучшая интересная молодежь в будущем должна работать на благо нашего общества. И они будут назначаться на те или иные направления. Участие в таких конкурсах, как «Молодые лидеры» или «Команды Абхазии» – это возможность молодым людям реализоваться в карьере, повысить уровень знаний и расширить профессиональные контакты и навыки. Гугут Савардания, Камила Джопуа, Аля Самичба, Абхазское телевидение. В турецком городе Анталия в культурном центре абхазской диаспоры торжественно открыли бюст первого президента Абхазии Владислава Арцинба. Автор бюста – скульптор, дизайнер Юмер Трапш. Разрезать ленту и открыть бюст организаторы предоставили профессору, журналисту Екатерине Бебе и создателю бюста Юмеру Трапш. В рамках мероприятия состоялся концерт с участием молодежной танцевальной группы, созданной при Абхазском культурном центре города Анталия. В
В современном мире интернет стал неотъемлемой частью жизни. Дети с ранних лет активно используют гаджеты и онлайн-ресурсы. Аппарат омбудсмена получил информацию о новой схеме мошенничества, направленной на несовершеннолетних, и предупреждает о возможных рисках. Мошеннические схемы могут использовать для вовлечения подростков в противоправную деятельность, в том числе диверсии. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать, чтобы сделать пребывание детей в социальных сетях более безопасным, расскажет Алика Трапш. Каждый из нас является интернет-пользователем. Ежедневно читаем новости, ищем информацию, общаемся в соцсетях. Особенно много времени этому уделяют дети и подростки, которые уже не представляют свою жизнь без интернета. Именно они часто становятся жертвами киберпреступников. Существует несколько основных видов киберугроз, с которыми дети сталкиваются в интернете. Злоумышленники скрываются на сайтах, которые часто посещают дети. Например, соцсети или сайты компьютерных игр. Они могут сами притворяться детьми и пытаться обманом выяснить у ребенка пароли или платежные информацию. Часто бывает, что дети сами создают для себя опасные ситуации в интернете. Они устанавливают программы или переходят по непонятным ссылкам, не осознавая последствий таких действий. Кроме этого, дети в социальных сетях могут публиковать личную информацию, например, адрес, номер мобильного телефона. Аппарат уполномоченного по правам ребенка Абхазии с 2022 года проводит информационную кампанию с детьми о кибербезопасности. Сейчас в абхазском сегменте социальных сетей появилась информация о том, что массово скупаются аккаунты несовершеннолетних детей мошенниками. Мошенники начинают писать друзьям, близким, знакомым с их личных страниц, просят скинуть им деньги, выйти на какую-то встречу. Также есть безопасность вовлечения этих же детей в противоправные какие-то действия, в том числе речь идет о террористических и других направлениях. Но конкретных заявлений от родителей или от самих детей в аппарат уполномоченного не поступало, но мы со своей стороны отреагировали именно на информацию, которая появилась в интернет-пространстве, в том числе и у нас, а также на территории Российской Федерации тоже очень много сейчас новой информации о том, что новый вид мошенничества в сети интернет появился. Защититься от социальных угроз сложнее, поэтому важно проговаривать с ребенком правила кибергигиены. Родителям необходимо учить детей распознавать опасные ситуации в интернете. Для этого нужно активно участвовать в обучении детей безопасному поведению в сети. Можно использовать родительский контроль. Сегодня существует множество приложений и сервисов, помогающих родителям контролировать доступ детей к интернету. Также родителям необходимо регулярно обсуждать с детьми их интернет-активность, какие сайты они посещают, с кем общаются. Общение должно строиться исключительно на доверии. В первую очередь, конечно же, это поговорить с ребенком о том вообще, что такое безопасность в сети интернет, о том вообще помочь настроить конфиденциальность на своих личных страницах. То есть взрослый человек, если ребенок не умеет настраивать конфиденциальность, он должен ему в этом помочь, рассказать, кто может видеть личную информацию ребенка, какая информация может быть в общем доступе, какая не должна быть. Также как распознать угрозу, об этом необходимо поговорить с ребенком. Необходимо обговорить момент времени со своим ребенком, ограничить время пользования интернетом. То есть у него должна быть какая-то разница между реальным временем, онлайн-временем. Очень часто ребенок чаще находится в онлайн-пространстве, нежели чем в режиме реального времени. Аппарат уполномоченного по правам ребенка регулярно проводит классные часы среди школьников по кибербезопасности подростков. Также была создана специальная памятка для родителей и педагогов, как уберечь ребенка от опасных онлайн-игр, которая распространена в школах республики. Есть информация о том, вот, что нужно делать, если уже обнаружил, что ребенок вовлечен в эти опасные онлайн-игры. Даются рекомендации, также вот сам дизайн тоже очень говорящий. Вот здесь приведена таблица также признаков наглядно, которая показывает, как себя лучше вести с ребенком в состоянии кризиса. В этом году вот мы разработали уже новый классный час, называется «Кибербезопасность несовершеннолетних». Она сопровождается очень такой яркой, красочной презентацией, но она в цифровом виде.
виде, так как мы считаем, что ребенок больше воспринимает информацию, когда есть интерактивность, когда ребенок сам вовлечен в процесс вопросов, ответов. Мы приводим различные примеры, и дети сами активно начинают участвовать и рассказывать о тех живых примерах, с которыми они сами столкнулись, либо их одноклассники, сверстники, знакомые. И таким образом, с помощью прямого контакта мы видим, насколько такие игры и вообще такая опасность, она есть в нашем сегменте. Доверчивость и недостаток опыта делают детей легкой мишенью для мошенников. Привитие детям правильных онлайн-привычек помогает снизить риски киберугроз. Эксперты отмечают, что грамотный подход к обучению основам безопасности значительно уменьшает вероятность столкновения с интернет-опасностями. И самое главное, не забывать о родительском контроле. Аля Катрапша, Адиса Сагария, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В Сухуми по улице Воронова началась сезонная обрезка разросшихся платанов. Почему необходимо периодически проводить данные работы и какие службы работают на месте, в материале пресс-службы столичной администрации. Рабочие муниципального управления благоустройства администрации города Сухум приступили к глубокой обрезке платанов. Время сезонной обрезки было согласовано с экологами. Платан – быстро разрастающееся дерево и уже через несколько месяцев обретет новую листву. Как отметил заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе, для служб, занимающихся благоустройством столицы, разросшиеся деревья вдоль дороги – это всегда повод изучить их более пристально, по избежанию чрезвычайных ситуаций. Для администрации города Сухум после разрешения экологов мы начали обрезку платана. Платан, вы знаете, это не особо капризное дерево. В прошлом году мы не успели завершить эти работы. Деревья очень быстро обрастают, стволы очень длинные. Вы видите, при хорошем ветре они падают, могут разрушить дом, могут на автомобильный транспорт упасть. И листья, которые падают, они попадают в ливневую систему. И все там нарушается у нас. И я думаю, что в установленные сроки мы все эти мероприятия, все эти дела, то, что наметили, закончим в сроки вовремя. На части улицы Воронова прошлой весной провели глубокую обрезку платанов. Эти деревья уже покрылись листвой. Тогда процесс обрезки был отложен. Сейчас приступили к работам. Как отмечают экологи, периодическая обрезка разросшихся деревьев вдоль дорог в городской черте в практике хозяйствующих служб. Амрамич Алексей Агухава, пресс-служба администрации города Сухум. И в завершении выпуска расскажем о погоде. В пятницу, 14 марта, в Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 9-14, днем 19-24 градуса тепла. Температура морской воды плюс 9 градусов. На этом информационный выпуск Амщухшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.